Добрый день, дорогие друзья! Это Галина Чудурова. Сегодня у нас очередной выпуск подкаст-канала «Моя Библия Бурятия». Тема выпуска «Ах, вот ты какой писатель!». Стихи мои вы трепетно рождались, музыкой дождя в окно ко мне стучались, радугою с неба весело спускались, стихи мои, и не было печали. Эти прекрасные слова принадлежат перу замечательной женщины, поэтессы, члена Союза писателей Республики Бурятия, заслуженному учителю Республики Бурятия Нине Тактахоевне Ленхабоевой Артугаевой. Сегодня она у нас в гостях. Нина Тактахоевна, добрый день. Добрый день. Мы очень рады, что вы пришли к нам в гости. И, конечно, у нас сразу возникает такой вопрос, с чего началась ваша поэзия? Что вас вдохновляет и вдохновляло до этого? Поэзия моя началась с 9 класса. Я, когда училась в 9 классе, сочинила свое самое первое стихотворение, посвятила своей малой родине березовой рощи. О березах написала я. Я росла с мамой. Мы вместе с мамой ездили на сенокос, готовили ранней весной дрова на зиму. Вот как раз вся эта моя природа моей родной Харганы вдохновляла меня. И начиная с 9 класса, получается, я так потихоньку писала, собирала. Потом в институте, когда училась, тоже свои стихи как-то в таком в рукописном виде, что ли, в тетради, в общей тетради собирала. И еще самое главное, меня вдохновляла моя мама. Она очень любила петь протяжные народные песни. Мы после сенокоса, после работы вместе приедем домой и сидим на крылечке, она поет. Я ее прошу: мама, спой мне песню. Она мне поет песню. А так она очень скромный человек. Никуда не ходила, так сама по себе знала свою сельскую работу, работала в колхозе разнорабочей. И получается, что я 10 лет, когда мне было, отец умер, и я с мамой вместе росла. И мама меня вдохновляла, можно сказать. И я благодаря маме, своим биологическим родителям, своим генам, наверное, пишу стихи, и поэтому я посвятила свой первый сборник стихов «Благословение матери» и «Жимний автор». Очень хорошо. Конечно, мама для каждого человека это святое, да, всегда она поддержит, поможет, подскажет. Это, конечно, да, самый первый человек, который всегда рядом с тобой. Как вы думаете, какая поэзия сейчас востребована в современных реалиях? Какая тема такая интересует современных людей, молодежь, взрослых? Как человек пишущий, да, на бурятском языке, я бы хотела, чтобы мои стихи, мой новый сборник, да, вышел в 2 вариациях, имеется в виду на бурятском и на русском. Потому что наша читающая молодежь, наша читающая детвора, школьники, все они читают на русском языке. Мы сейчас, конечно, все знающие свой родной язык стремятся, хотят. Сейчас уже идет такая, интересная такая, роль между мамой и дочерью, роль между отцом и сыном, чтобы отец с сыном разговаривал на бурятском языке, мама с дочерью разговаривала на бурятском языке. И если такая работа будет вестись в семье, мне кажется, со временем дети начнут говорить
У нас же, что говорить, выросло целое поколение. Даже 2-3 поколения, которые не знают своего родного языка, затрудняются говорить. Да, конечно, это такая большая проблема. Если чисто поэзии коснуться, да? Если чисто поэзии коснуться, это же поэзия, это же народная мудрость. Это со своей философией, со своей восточной философией, со своей буддийской философией, со своей такой интересной жизненной философией. Мы же, когда стихи пишем, мы же, как сказать, не пишем же прямо, ну кто-то, может, пишет в таком жанре, да, чтобы показать народу все, о чем он думает, выразить стихами. А бывает так, что человек пишет уже как-то пишет уже в другой форме. Например, он как будто бы, как сказать вам, он уже, когда пишет, думает, как бы это свое стихотворение приукрасить. Например, вспоминает свое детство, да, или рассказывает о своих школьных годах, или же рассказывает о суровых буднях нашей жизни и так далее. А все это в стихах выразить тоже бывает трудно. Очень сложно. Да, трудно бывает. И надо же как-то соблюдать рифмы, да, соблюдать вот этот вот, как сказать, чтобы человек, вот, прочитав твое стихотворение, мог понять. Бывает простой жанр стихотворения, а бывает очень сложный жанр стихотворения. И я, когда я пишу свои стихи детям, стараюсь в простом жанре писать. Почему? Потому что я вижу, что наши дети вот эти вот такие очень сложные рифмы сплетения, можно сказать, да, не поймут. Надо им в таком простом, таком доступном жанре написать, чтобы они поняли, чтобы слова были, окончания подходящие, чтобы подобрать слова, понятные детям. А у нас, если сказать честно, наш бурятский язык очень сложный, очень богатый. Вот, например, вот у нас же книга есть, книга Жамсо Тумбунова «Нойрго Герихентала», да? Вы заметите, здесь 3 слова. А вот если перевести на русский язык, получится «степ проснулась» и все. А на бурятском языке какое красивое сплетение рифмы. «Нойрго Герихентала». Этим уже мы. А вот нашим детям, нашим современным детям, вот это вот такая красивая метафора, красивое плетение слов непонятно на бурятском языке. Надо им написать просто, писать, вернее, чтобы они поняли такой доступный, родной бурятский язык, чтобы им было понятнее. А если вот напишешь на таком жанре, на красивом бурятском, именно на народном таком красивом жанре, это именно так, на таком литературном красивом жанре, они будут искать словарь, будут смотреть словарь. Вот одно слово будут искать в словаре это слово и так далее. Да, конечно, вы правильно говорите. Пожалуйста, расскажите о ваших книгах. О ваших книгах расскажите, пожалуйста. Какие книги и так далее, да? Ой, я вообще-то книги... Так, в 2001 году вышла моя самая первая книга «Благословение матери» Ижим Няптар. Потом через 5 лет, в 2006 году вышла книга «Туунут бини далинут. Песни мои крылья» на бурятском языке. Потом вышла в 2011 году, тоже через 5 лет, вышла книга «Соктех Мушиде Ялзан. Волшебное сияние звезд». Показать надо, да?
Так, ну вот на полке вот они вот. Соктермуш дается. Потом вышла книга так, детская книга, вот я держу в руках. Урум Зурашин, Идир Зурашин, юный художник по гранту Министерства Республики Бурятия. Потом вышла книга, следующая книга называется «Целунгим Нехабр», «Серединская весна», «Весенние звезды». Здесь эта книга уже на русском и на бурятском. Вот, наконец, я догадалась, что надо выпустить на русском и на бурятском в двух, как сказать, этих, да, чтобы народу, детям, читающим, людям, читателям, чтобы было интересно. Ну, я думаю, что это совершенно правильно, потому что вы очень мало писателей, поэты, которые пишут на двух языках. Поэтому, конечно, ваши книги, мне кажется, они очень будут интересны и тем, кто владеет бурятским языком, и тем, кто начинает уже изучать свой язык. Ну, русский язык, конечно, это само собой. Наверное, поэтому, так. Да. И вы вот поэт-песенник, о вас говорят, что вы поэт-песенник, потому что стихи ваши очень лирические, они звучат в унисон с национальными инструментами, что ваши стихи – это музыкальная поэзия. На ваши стихи пишут песни известные бурятские композиторы, исполняют их не менее известные артисты. Расскажите, пожалуйста, об этом тандеме. Вообще-то, знаете, песенный жанр, он очень трудный. Здесь уже надо соблюдать музыкальную рифму, музыкальные слоги, окончание слогов и так далее, и так далее. Поэтому, но вот в песенном жанре, вот я выпустила книгу «108 песен. Крылатый конь» Талиты Хулык. А вот если рассказать о композиторах, об артистах, которые поют мои песни, это уже разговор будет, конечно, долгий, но я бы остановилась бы вот в 2020 году и 2021 году, какие песни новые появились или родились, можно сказать, да, потому что женщина же носит в себе 9 месяцев своего ребенка, да, и точно так же пишущая женщина, можно сказать, да, мать, да, тоже носит в себе, таскает в себе, лелеет, да, вот эти вот свои строки своих стихов, песен, книг и так далее. Вот 2020 год мы все знаем, какой он для нас очень трудный год был, но в любом отношении я со своими композиторами, с артистами связи не теряла. Всегда мы были на телефоне, связывались, разговаривали и по вайберу, и так общались по интернету. Вот Вера Сергеевна Шабасоева, можно сказать, молодой композитор. Очень. Она у нас и продюсер, и композитор, и певица, и эстрадная певица. Вот мы с ней написали детские песни, посвященные Сагалхуну, вообще нашему бурятскому народу. Тавунку Шумал, 5 разновидностям наших животных. Так. Написала песню, посвященную родителям, бабушкам, как они должны поздравлять Сагалхуновские самые первые дни, как они должны поздравить, и как должна вести себя родители, когда поздравляют молодые. Некоторые же не понимают обычаи, что надо принимать подарок сидя, да, и так далее. Вот мы в музыкальном своем клипе показали песню «Поздравляй», Амуршиновте, вот это вот. И еще
что еще можно сказать? Посвятили песню нашему знаменитому снайперу Жамбалу Тулаеву «Хадым Бургат, горный орел». И нашим, конечно, медикам Ирхиды Имшитны, наши врачи, врачам посвятили песню. Так. И посвятили песню Сагалгану, с Дылгыр Дымбрыловым написали песню «Нукудей Тухурик», «Круг друзей», и на русском, и на бурятском языке. И Сагалы им был тогда: давайте все вместе будем встречать Сагалу. Вместе писали. С Булатом Бадмаевым написали песню молодежную «Сычхылы сысык». Это значит, означает, вот, как молодые семьи живут. У нас же вообще молодым мы должны посвятить песни, обратить на них внимание, чтобы было меньше разводов, чтобы молодые семьи жили дружно. Вот как раз в этой песне молодые супруги поссорились, потом помирились. И как он уважает свою любовь, и как относится теперь к ней, и так далее. Вот в такой форме написали. Ну и, конечно, песни всегда помогают, как говорят, красиво, да, жить нам. Но и без песен, конечно же, мир тесен, говорят, да. Песни, как сказать, людям помогают обретать уверенность, силу и так далее, да. Ну, конечно, и Сологуем мы написали песню, посвященную весне. Поет ее Чингис Хандажапов, Чингис-Ли. И на ко мне долуну уж, любимая, слышишь ты меня? Вот я в основном песни свои посвящаю молодежи, любовной лирике, отношениям между собой. Ну и, конечно, есть песни с буддийской символикой. Загастен дасам, закустайский дасам, тяхадей дасам. Так, и Очердара Бурханы, Орден, Каширгатшиншина. Такие вот красивые, с такими буддийскими символиками песни появились. Но еще одна из них, Очердара Бурханы Орден, Дворец Белой Тары, но еще пока еще не готова эта песня. Конечно, чтобы песню подготовить, это же нужны спонсоры, нужны, да, должны помогать спонсоры и так далее. Но я всем своим композиторам дарю свои песни. Дарю. А дальше уже они сами отрабатывают. Ну и, конечно, они советуются, какому артисту мы можем дать. У меня хоть кто, хоть любой артист, хоть народный певец, хоть вот, который вот действительно вот любит петь на бурятском языке, на родном языке. Пожалуйста, пусть поют. Песня же должна идти в народ. Она же не должна быть одноразовой. Она должна идти в народ. Вот одну мою песню пусть поют в любом районе, в любой местности и любой певец. Да, конечно, не все стихи становятся песнями. Это же песня. Да. Мы же ее как чудесный клад под себя же не будем держать. Мы должны народу подарить свою песню. Вот я, например, свою песню всегда дарю. Дальше пусть поют уже. Сколько получилось у вас песен? Ну, пока выпустила 108 песен. Ну и дальше я не буду пересчитать сколько, но 100 с лишним уже есть. Но не 200, конечно. Но это 100 с чем-то, это, конечно, уже очень серьезно, это очень много. Да. Это дело времени. Да, конечно. Какое у меня настроение будет, какое здоровье будет, как я захочу написать, и как кто меня будет окружать,
какая уверенность во мне. Но все же это тоже зависит от, Ну, конечно. от настроения, наверное, можно сказать, да? Важно для развития молодого поколения то, что вы пишете, вот сами сейчас сказали, песни, стихи для детей. Вам, мне кажется, легче, с одной стороны, потому что вы очень много лет работали педагогом, да, вы знаете детскую психологию, знаете детские интересы, вам близки. Поэтому вот когда пишете именно для детей стихи и песни, как вам кажется, это трудно? Это просто надо смотреть, наверное, глазами детей мир, да. Дети же смотрят окружающий мир по-своему. Даже иногда думаешь, а какие они наблюдательные, как они... вот, например, я бы так никогда не подумала. Думаешь иногда, да. Ну, сидишь где-нибудь, разговариваешь. Ну, у меня внучка уже большая. Но вот, когда вот она у меня маленькая была, я вот с русского языка на бурятский язык переводила вот эти вот, как сказать, загадки. Ну, а так, вообще-то, удивительные рядом. Наши дети удивительные, наши дети, можно сказать, время сейчас совсем другое. Мы какие были, а они какие. Очень большая разница. Я сейчас иногда думаю, я же не такая была. Я же совсем по-другому воспринимала этот мир, взрослый мир, а они как думают. Детям это спасибо, конечно, очень большое спасибо нашему Министерству культуры, да, вот выпустила книгу, антологию, и в этой современной литературе народов России она выпущена в Москве, в городе Москва. Вот в этой антологии есть стихи, посвященные детям. Алена Каримова и Виктор Кулы перевели мои стихи с бурятского на русский язык. Вот стихотворение мне очень нравится, как перевели. Я стал настоящим мужчиной. Если на бурятском языке «Ирыхом полоб». Перевод Алены Каримовой. Сегодня днем один я дома был. Сегодня кашу сам себе сварил. Собаку нашу вкусно накормил. С усердием уроки учил. Умений много разных у меня. Уже мужчиной настоящим стал. Я конский волос в гибкий кнут сплетал. Я знаю, как мне оседлать коня. На скачках я несусь во весь опор, натягиваю тетиву сильней и на борцовский ковер выхожу. И с каждым днем я становлюсь взрослее. Вот такое стихотворение.
Birlikte ışıte yabıt hododom Hunnede ubıldın aba Huvışınne jihoyerne Ayun hadağar zolğın Аммарышылны бди Танада В истории нашей страны была афганская война, которая мало освещена как в исторической, так и в художественной литературе. А на бурятском языке не было ни одной книги. И вот вы, Нинтан Тахоевна, являетесь автором первой поэмы из 9 которая называется «Афганский дневник», который вы написали тоже на 2 языках. Вот как к вам пришла идея написать вот книгу про афганскую войну? Идея пришла, знаете, у меня никто из родственников не служил в Афганистане. Но самое главное, есть наш одноклассник, тоже 52-го года рождения, года дракона. Вот он участвовал у нас в этом пекле афганской войны. Он нам рассказывал, как он служил после военного училища. И говорит, я очень сильно жалел тех безусых наших юнцов. Фактически мальчики пришли после школьной скамьи служить. И, ну, конечно, мы все люди грамотные, читаем, смотрим фильмы, слушаем рассказы об этой войне. И вот пришла такая идея, просто пришли стихи такие. Но прежде чем написать, я, конечно, съездила в Селендинский район, съездила в Тунтинский район, пообщалась с родителями этих парней, которые не вернулись из Афганистана. Бивалдинский район, в село Арангой. Библиотека села Арангой Бивалдинского района мне очень помогла. Вот, можно сказать, когда пишешь стихи о войне, это уже совсем другая тематика. Это надо как будто бы самой пройти это пекло войны, да? А другое дело слушать их, как они рассказывают. Вот. И мне приходилось с ними ездить на разные мероприятия, посвященные 23 февраля, посвященные, значит, 15 февраля каждого года они проводили мероприятия, посвященные День вывода советских войск из Афганистана. Вот на этих мероприятиях я с ними знакомилась. И познакомилась с Александром Алексеевичем Хунтеевым, подполковником в запасе, орденоносцем за заслуги перед Афганистаном, ветеран афганской войны. И вот он помог мне написать в этой книге, в этом журнале. Это журнал, это из афганской тетради, называется журнал такой. Да? Вот. Написал маленький рассказ о встрече, как они встречались на афганской земле, наши сослуживцы. Разговаривала с родителями, они мне передали письма своих сыновей. Я их переводила на бурятский язык. Вот, например, на русском языке «Остаться в живых» называется стихотворение. Любимая, я твои письма храню. Они как музыка в чужом краю. В кармане у сердца я их ношу. Будто талисман. В Афгане возле Кабула мы в лапе узрели. Сил не осталось, сил нет и мочи. Еле живые карабкались ночью. Так, видимо, приходит конец
так, видимо, попадают в плен. Кто знает, может, будет обмен жизнь на жизнь, а может. Вот это стихотворение, прежде чем написать, я разговаривала с Валерием Дармаевичем Найдановым. Он же был в плену, он мне так рассказывал, интересно, можно сказать, с таким этим, даже со слезами на глазах. И я, когда слушала его, у меня вот такие вот образы, можно сказать, да, как-то во мне, вот думаю, как бы все это показать читателю, как написать. Для меня вообще военная тематика впервые. Я же пишу в основном песни для детей, для взрослых, стихи. А вот эта вот военная тематика для меня, можно сказать, новый жанр. Но здесь, видите ли, поэма, поэтому я все читать не буду, наверное, да. Ну, что еще из афганской тетради можно? Могу прочитать стихотворение, посвященное моим афганцам-селентинцам, которые вот здесь вот у нас все показаны, кто у нас служил из Селенги. Тукаев Михаил, да. Малыгин Александр. Горы, скалистые горы. Как раз эти лысые горы заинтересовали всех. И читателей, и парней, те, которые служили. Вот они рассказывали мне. До того, где иногда бывает, что тишина, приходит какая-то тишина, вот в этой тишине. Смотришь на эти горы, до того вот становится плохо. Амр-Мендей, горы мои, горы скалистые, темные, черные тучи могучие, диких гор ущелья, темная пропасть, тучи небесные, вечные странники, с ветром коней, тучи изгнанники. Амр-Мендей, горы мои скалистые, небо с землею и горы слились. И камни, и горы будто вскипели. В чугунном котле будто что-то варится. Опрокинулось небо, облака полетели. Когда вот идет вот такая с душманами у них война, кажется им вот так, как будто бы все слилось воедино. Ну, конечно, это я все писала на бурятском языке, а вот стихи мои на русский язык перевела Надежда Доржиевна Кармаева, секретарь журнала «Байкал». Поэтому как у нее вот эта вот видимость через мои стихи, вот она постаралась перевести на русский язык. Амр-Менде, горы мои скалистые, из пещеры бездонной, как лучик спасения, родниковой водой брызнуло счастье. Жизнь на волоске висела, как на углях. Спасительница, ты укрыла нас от ненастья. Амр-Менде, горы мои скалистые, 19 дней и ночей это длилось, 1 месяц и 9 страшных лет, унося молодые сердца в черную пропасть, откуда возврата нет, только пламя и пыль. Я здесь отрывки прочитала. Человек, который пишет стихи, это человек от Бога. Поэты, независимо от того, на каком языке пишут, владеют душой своего народа. Так сказал о вас поэт, член Союза писателей России Сергей Тумуров. Нина Тактахоевна, много вы прекрасных стихов посвятили своей родной Бурятии. Как вы думаете, для любого человека такие понятия, как родина, малая родина, родной язык – это святое? Да. Баир Саномович Тугаров перевел мои стихи на русский язык. И вот как раз в одном из стихотворений как раз говорится о Бурятии, о Байкале. Сейчас я постараюсь найти.
По-моему, в этой книге есть. Да, в этой книге есть, потому что эта книга на 2 языках же. Правильно, да, Байкал. Вот она. Синие звезды. Перевод Багира Дугарова. Стихи мои. Откуда вы приходите, стихи? От синих гор или от степи? Простора журавлиного или берут исток стихи из глубины души любимого? Или от грусти неземной и затаенной нежности, вобравшей жизнь свет родной и отцвет звездной вечности? Или от уст ребенка, прижавшегося к маме? И первыми словами свой мир озвучивая громко, или от щипота веселого весенней птицы, что целый день кружится под небом дня зеленого, или от волшебных лепестков цветка степного, напоминающего снова о мире детских грез и снов, или от музыки небесной высоких гор, хранящих давних пор ключи от тайн вселенной. Стихи, стихи, кто знает, как рождаются они. Не в золоте ли солнечных лучей их вечного сияния, что наполняет мироздание теплом и светом дней. Не в юных ли сердцах растущих поколений в полете устремлений, надеждах и мечтах? Не в материнском ли молоке, чья животворной силой суть младенца подымает с колыбели, благословляя в дальний путь? Не в синеве ли нашего отчего Байкала и глубине его священных вод, где красоты своей начала моя Бурятия пьет? Не в песнях ли, летящих к свету на все 4 стороны земли и обнимающих планету дыханием жизни и любви? Да, этим стихотворением вы выразили всю любовь свою к Бурятии своей. Багир Самонович Дугаров очень хорошо перевел. Переводчик он, конечно. Дина Токтахоевна, было сегодня очень интересно. Вы человек очень многогранный, поэт-песенник. И, конечно, мы вас благодарим, что вы пришли к нам навстречу. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия. И, конечно, чтобы всегда у вас впереди еще было много-много стихов, было много песен. И, конечно же, соответственно, прекрасных книг. Желаем вам здоровья. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего хорошего.